Здравствуйте, ребята! Сегодня новая тема, урок 60. Мои достижения. Алпысыншы сабақ менің жетістіктерім сабақ тақырыбы. Читаем и делаем вывод. Давайте прочитаем параллель паре с одноклассником. Быть самостоятельно. Прочитайте параллель. Привет, Петя. Привет, ребята. Чем вы занимаетесь? А мы так здорово играли. Налили целую ванну воды и пускали кораблики. А потом наполнили водой водяные пистолеты и пошли на улицу. А кран закрыли. Зачем? Воды и так много, пусть себе течет, потом закроем. А что потом делали? Брызгали друг друга из водяных пистолетов. Сколько воды налили, зато весело было. Чем занимались ребята? Привет, Петя. Салем, Петя. Привет, ребята. Қалай жағдайларың, балалар? Чем вы занимаетесь? Сендер немен айналысып жатсыңдар? А мы так здорово играли. Біз күшті ойнадық. Налили целую ванну воды и пускали кораблики. Біз ваннаға толтырып су құйдық, және оған кемелерді жібердік дейді. Қағаз кемелер, ойыншық кемелерді. А потом наполнили водой водяные пистолеты и пошли на улицу. Одан кейін су атқыш пистолеттермен біз далаға шығып ойнадық дейді. А кран закрыли? Кран жаптыңдар ма суды дейді. Зачем? Неге? Воды и так много. Су көп емес пе онсызда? Пусть себе течет, потом закроем. Аға берсін, сосын жабамыз дейді. А что потом делали? Одан кейін не істедік дейді. Брызгали друг в друга из водяных пистолетов. Да, су атқыш пистолеттермен аттық дейді. Сколько воды налили? Зато весело было. Су құйдық дейді. Зато қызық болды дейді. Енді бұл балдарын істеген дұрыс па? Разве правильно, что делали ребята? Нет, неправильно. Они не экономили воду. Оставляли кран открытым. Неизвестно, сколько часов они играли. В это время кран остался открытым, и вода просто так уходила. Неправильно, надо было им в другую игру играть, не связано с водой. Теперь обсудите поведение мальчика, правильно ли они поступают. Нет, они неправильно поступили. Я думаю, что воду надо беречь. Вставь пропущенные слова. Слова помнишь. Вода бежит, капает, закрываем кран, понимаем. Вода – источник жизни. Всякий знает. Вот только понимаем не всегда. Кран за собой плохо закрываем. И все бежит, все капает вода. Су – өмір көзі. Оны бәрі біледі дейді. Вот только понимаем не всегда. Бірақ та оны әркез түсіне білмейміз дейді. Кран за собой плохо закрываем. Кранда, яғни су кранда біз әрқашан дұрыс жаппаймыз дейді. И все бежит, және су үнемі ағып тұрады, және капает, тамшылап тұрады дейді су. Надо хорошо закрывать краны, чтобы вода не бежала и не капала. Теперь, что ты знаешь о воде? Ответ на вопросы. Кто нуждается в воде, не может жить без воды. В воде нуждаются люди, растения, животные, морские животные, рыбы. Все нуждаются в воде. Для чего людям нужна вода? Что они делают с ней? Готовят пищу, утоляют жажду, можно написать. Поливают цветы, растения, огороды. Что делают? Стирают вещи. Какая бывает вода? Вода бывает пресной, чистой, соленой, грязной. Все, давайте прочитаем и сделаем вывод вместе. Сколько воды расходует один человек в сутки?
Мытье рук с включенным краном 6-8 литров. Принятие душа 10 минут 800 литров. Чистка зубов с включенным краном 5-6 литров. Приготовление пищи 7-9 литров. Стирка белья 60-80 литров. Другие нужды 20-25 литров. Вот, если все сложить это, тогда один человек в сутки расходует много количества воды. Теперь экономия. Давайте прочитаем высказывание нашего президента Нурсултана Абишевича Назарбаева. Экономия — это не жадность, а экологическая культура человека. Правильно наш президент сказал. Повторяем. Теперь задание такое. Вставь пропущенные лишние местоимения, которые легко восстанавливаются по форме слов действия. Нарисую море. Кто нарисует море? Конечно, я. Я нарисую море. А ты что будешь рисовать? Когда он приедет? Завтра мы пойдем на речку. Кого вы ждете? Почему она испаряется? Молодцы, ребята. Вам такое задание на дому. О чем говорится в предложениях? Пиши слова, укажи род и число. Она может быть темным, грозным, бескрайне теплым, соленым, лазурным. Что это? Найдите ответ и это слово стоит в каком роде, в числе, и напишите. Она может быть длинной, полноводной, спокойной, пресной, грязной. Что это? Он может быть веселым, быстрым, чистым, горным, маленьким. Что это? Теперь следующее задание. О чем первый текст? О чем второй текст? Чем отличается первый текст от второго? Подумайте. Наступила весна. Тает снег. Журчат ручьи. Светит солнце. Летят птицы. Теперь второй текст. Наступила ранняя весна. Тает последний снег. Журчат веселые ручейки. Светит ласковое солнце. Летят прилетные птицы. Первое предложение короткое предложение. Состоит из короткого предложения. Наступила весна. Подлежащее и сказуемое. А в втором предложении, в втором тексте присутствуют слова писания. По-другому оно прилагательное. Присутствует имя прилагательное. Наступила ранняя весна. Она описывает, добавляет. Ранняя весна. Какая весна? Ранняя. Тает какой снег? Последний снег. Здесь есть слова, использованные слова описания, имя прилагательное. Теперь следующий текст посмотрим. Найди в первом тексте слова действия несовершенно, видели их. Это вам домашнее задание. Вы в комментариях отправьте мне, я проверю и напишу вам обратно. Теперь исследуем текст. Самостоятельно тоже это задание. Леночка говорит, мама, вымой руки, они у тебя грязные. Но ведь ты же сама говорила, что нельзя расти белой ручки. Давай ответьте самостоятельно на вопрос, о чем мама попросила Леночку. Почему Леночка не выполнила просьбу маму? Найди разные значения слова белоручка в справочном интернет-толковом словаре. Все. Спасибо вам за успехи, что вместе выполняли со мной эту тему заданий. На этом наш урок закончился. До встречи на следующем уроке.